Коммунистический режим Китая, осуществлявший в течение последних нескольких лет массовый и открытый геноцид уйгуров в Восточном Туркестане, запретил уйгурам получать паспорта и выезжать за границу. Многие уйгуры даже были наказаны за выезд за границу или подачу заявления на получение паспорта, были отправлены в воспитательные лагеря или тюрьмы. Однако в последние недели в СМИ распространилась информация о том, что Китай ослабил паспортную политику и разрешил некоторым уйгурам выезжать за границу по паспорту. В то же время объявляется, что пограничный переход Хоргос между Восточным Туркестаном и Казахстаном открыт, и казахам разрешен въезд. Абдулджалил Карагаш, президент культурно-информационного центра Восточного Туркестана, выступивший с заявлением по этому вопросу, сказал, что Китай в очередной раз пытается привлечь внимание всего мира и что организации уйгуров и Восточного Туркестана должны проявлять осторожность в этом отношении. Далее цитата. «После того, как политика Китая в отношении нулевого уровня ковид подверглась критике, официальные лица внезапно отменили меры против вируса, создав угрозу новой пандемии для мира. Аналогичным образом, осуществляя геноцид против уйгуров, Китай намеренно ослабил паспортную политику, чтобы противостоять международному давлению и критике. Таким образом, получается, что некоторые уйгуры, приезжающие в европейские страны, неосознанно работают на китайскую пропаганду. Поэтому мы должны быть чуткими и более бдительными в этом отношении», заявил Абдулджалил Карагаш. Китай привлек журналистов и дипломатов арабского и исламского мира к посещению Восточного Туркестана предположительно для сокрытия и отрицания многих лет преследований и массовых убийств уйгуров. Согласно недавним видеороликам, распространяемым в китайских социальных сетях, власти организовали поездку группы арабов в Урумчи. Таким образом, Пекин стремится создать видимость среды, в которой уйгуры живут в мире, не подвергаясь преследованиям. В Китае социальное давление не снижается, несмотря на то, что правительство отступило от политики нулевого ковида. Сотни людей собрались в субботу перед фабрикой, производящей наборы для тестирования на COVID-19, и столкнулись с полицией, сообщает британское информационное агентство Reuters, основываясь на изображениях в социальных сетях. Пользователи интернета заявили, что протест был вызван заработной платой и увольнением нескольких рабочих производителем ZBO в центральном муниципалитете Чунцина. Китай впервые снял карантинные ограничения на поездки, введенные в марте 2020 года для тех, кто прибывает из-за пределов страны. Посетители, прибывающие в страну, больше не будут проходить карантин, однако тест на коронавирус, проведенный за 48 часов до въезда, остается обязательным. Тем не менее, по сообщениям, с тех пор, как страна отказалась от политики нулевого ковида, в больницах и крематориях наблюдается большая концентрация заболевших и умерших от инфекции. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон заявил, что страна не может удовлетворить все требования Турции в отношении членства в НАТО. Кристерсон заявил, что не знает, когда Турция проголосует в парламенте за вступление Швеции в НАТО.